Накануне Дня защиты детей в Интинском отделении общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. Специалисты прокуратуры, соцзащиты из ЗАГСа ответили на вопросы горожан и рассказали о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. На вопросы горожан по объявленной теме отвечали представители прокуратуры, территориального отдела ЗАГСа и отделения социальной помощи семье и детям. Государство стоит на защите интересов своих несовершеннолетних граждан. Их права, в том числе и имущественные, закреплены законодательно. Дело две квартиры. Одна мы с ней живем, хотим продать. Там дом несовершеннолетнего ребенка. Можно ли положить деньги от продажи на счет ребенка? Жить там удобнее лучше в квартире, где не выделили доли, так как квартиры доли у нас отменяют. В этой квартире мы не нуждаемся. У нас есть другая квартира в Инте. Ну, то есть вот вторая. Все. Спасибо. А сейчас вам ответит старший помощник прокурора Вертинская Галина Владимировна. Послушайте, пожалуйста. В любом случае, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации у нас предусмотрено, что отчуждение собственности несовершеннолетних производится только с получением предварительного согласия органов опеки и попечительства. Каким образом вы защитите права своего несовершеннолетнего ребенка в случае, если вы желаете продать в том числе и долю его собственности в жилом помещении, вам непосредственно нужно обратиться в орган опеки и попечительства. Это у нас имеется особое структурное подразделение в администрации МОГО ИНТА. Некоторые родители обеспокоены тем, что дети очень много времени проводят в социальных сетях. Они не понимают, как им контролировать их общение с подозрительными личностями и как можно обезопасить несовершеннолетних от вредоносной информации. У меня тоже маленький ребенок, я тоже очень переживаю за то, что она заходит в интернет, и я установила родительский контроль. То есть это программа, которая контролирует то, куда заходит ребенок, что она собирается скачивать, и без моего согласия ее телефон не скачивает какие-то определенные программы. А вообще, конечно, соцсети и Контакт, и Одноклассники, по-моему, всегда устанавливают ограничения. То есть там с 14 лет только можно регистрироваться, а то, что не регистрируется, указывают совершенно другой возраст, но это, как говорится, только законному представителю нужно следить и обращать на это внимание. А вообще, пожалуйста, установите родительский контроль, вы все будете видеть, все будете получать, и без вашего ведома никакую программу он себе не скачает, в том числе и игровую. Один из вопросов, поступивших на прямую линию, касался процедуры смены имени несовершеннолетнего. Мама вышла замуж и поменяла фамилию, и теперь хочет, чтобы у нее и ребенка они были одинаковыми. Когда женщина выходит замуж, в свидетельстве о рождении фамилия матери не меняется, она остается прежней, такой, какая была при регистрации рождения. Поменять фамилию ребенку до 14 лет вы можете только с разрешения органа опеки и попечительства. И согласие отца. Но если вписан отец, то вы, конечно же, должны спросить согласие отца, согласен ли он изменить фамилию ребенку. Другое дело, если он лишен родительских прав, то его согласие не обязательно в данном случае. Если он не согласен, и вы не согласны с его решением, то есть у вас четкая направленность на то, чтобы поменять фамилию ребенка, вы можете обратиться в суд, но при этом вам придется доказывать, что какие причины вы хотите, чтобы фамилия ребенка была изменена. Отец, например, не принимает участие в воспитании ребенка. Большая часть озвученных во время прямой линии вопросов касались различных законодательных нюансов. Мы с супругом в разводе, и у меня несовершеннолетний ребенок. У меня путевка за границу, хочу выехать отдохнуть. Мне требуется ли какое-то документальное подтверждение или разрешение, или согласие супруга как-то оформляется, или я могу беспрепятственно поехать отдохнуть с ребенком? Действительно, для того, чтобы вывести ребенка за границы Российской Федерации, если он является гражданином Российской Федерации, требуется согласие второго законного представителя, если он имеет место быть. Вместе с тем у нас последние несколько лет изменился порядок вывоза ребенка за границу, и второй родитель, который не проживает с ребенком, то есть отец в данном случае, да, как вы сказали, если он не желает, чтобы ребенок был вывезен за пределы Российской Федерации, он должен прийти в Управление Федеральной миграционной службы и, соответственно, заполнить заявление о том, что он не желает и не поддерживает
ваше стремление для того, чтобы вывести ребенка за пределы Российской Федерации. В этом случае его заявление вносится в реестр. Вот, и, соответственно, на любом, значит, пограничном пункте информация о том, что вывоз ребенка запрещает второй родитель, будет, соответственно, как бы доступна соответствующим органам. Вместе с тем, если такого заявления не поступило, подразумевается, что второй родитель не препятствует вывозу ребенка за границу. Но вместе с тем, исходя из законодательства той страны, принимающей, куда вы выезжаете на летний отдых, могут быть иные, значит, правила для того, чтобы ребенок пересек границу Российской Федерации и находился на территории другого государства. Поэтому вам в первую очередь надо, конечно, уже узнать правила принимающей стороны. Чем старше становится ребенок, тем больше своих прав он может реализовать самостоятельно. Особым можно назвать возраст в 14 лет. При его достижении несовершеннолетний вправе самостоятельно обращаться в суд и работать в свободное от учебы время. На распоряжение собственным заработком, да, либо иными доходами, которые имеются, допустим, у ребенка есть пенсия по потере кормильца. С 14 лет он вправе обратиться в пенсионный орган для того, чтобы получать эту пенсию на свой личный счет, вот, либо получать ее в почтовом отделении. Вот, кроме того, ребенок вправе выбирать образовательную организацию, вот, в которой обучается, то есть его согласие необходимо, а с 10 лет мнение ребенка учитывается в любом случае, в том числе и при разрешении споров в судах по воспитанию детей. Поскольку вот этот вот 14 лет у нас, скажем так, особая грань, которая отличает ребенка малолетнего с объемом своих прав и в возрасте от 14 до 18 лет. В завершении прямой линии заведующая отделением социальной помощи семье и детям Светлана Педенко напомнила, что ребенок может обратиться к ним со своими проблемами и получить необходимую помощь и консультацию. Если мы возьмем закон 442 основы социального обслуживания федеральной, то несовершеннолетние по этому закону обслуживаются анонимно, бесплатно, конфиденциально. Вот. А родитель, если только в том случае бесплатно обслуживается, если он имеет статус малоимущей семьи. Вот. И в отделении социальной реабилитации несовершеннолетний ребенок тоже имеет право в случае конфликтной какой-то кризисной ситуации, жестокого обращения по отношению к нему обратиться сам, прийти написать заявление и остаться в отделении социальной реабилитации до того момента, пока вся эта ситуация каким-то образом не решится, вот, потому что с ребенком будут работать и психологи, и не только с ребенком, но и со всей семьей. В реабилитационном центре для несовершеннолетних сейчас находится 7 детей. Остальные 10 воспитанников уехали на отдых в летний лагерь «Черноморская Зорька».